В эфире телеканала «Якутия-24» программа «Актуальное интервью». 23 февраля – это День защитника Отечества. О том, чем отличается нынешнее молодое поколение от предыдущего, какие идеалы для них главные и как сегодняшняя молодежь понимает слово «патриотизм», мы узнаем у гостя программы, председателя Якутского регионального отделения Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту Сергея Черных. Сергей Георгиевич, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что выделили время, приехали к нам в студию ответить на наши вопросы. Вы часто общаетесь с молодежью не только в честь 23 февраля, но и по роду своей деятельности. На ваш взгляд, какая сейчас молодежь и какими идеалами и стремлениями они руководствуются? Ну, молодежь в настоящее время, если вот говорить 90-е годы и, допустим, начало 2000-х годов, более патриотичная. В настоящее время пользуются, допустим, популярностью у молодежи различные патриотические объединения, различные патриотические клубы. Достаточно сказать, что при ДОСААФ организовано 28 военно-патриотических клубов, где достаточное количество занимается молодежи. Поисковое объединение. Ребята, современные ребята принимают участие в поиске наших погибших защитников Отечества на полях Великой Отечественной войны. То есть, планируется даже экспедиция в этом году в Монголию. Молодежь у нас растет грамотная, будем говорить, продвинутая. То есть, судя по всему, я так понимаю, по сравнению с 20-30 годами ранее, количество таких обществ и объединений выросло в количестве? Значительно выросло. Количество объединений молодежных, именно патриотической направленности. Достаточно сказать, что у нас сегодня должен был приехать клуб «Сова», 21-я школа с военно-патриотической игры «Равнение на победу», проводимой в городе Перми. Практически ребята выступили очень хорошо. Занятия с ними проводили ветераны боевых действий, ветераны Росгвардии, именно те, кто понюхал пороха. А вы вот буквально пару секунд назад упомянули о том, что планируется выезд в Монголию. Почему именно туда и какое мероприятие там запланировано? В 1939 году в Монголии было Халхингол, такое битва, где первое боевое крещение, наши, будем говорить, якутян, это участники Якутской национальной военной школы, выпускники, наши первые офицеры, якутяне, приняли участие в этом мероприятии, то есть в этой битве. Одно из основных направлений деятельности ДОСААФ – это работа с призывниками. Скоро предстоит весенний призыв. Охотно ли якутяне идут в армию и как идет в целом подготовка? Если говорить охотно ли идут молодые люди в армию, да, в этом году, вернее, уже последние 2-3 года значительное количество молодежи тоже сократилось, количество уклонистов. Единственная организация, кто занимается подготовкой специалистов для вооруженных сил у нас в республике, это ДОСААФ. Мы готовим специалистов по 3 военно-учетным специальностям. В настоящее время, именно для весеннего призыва, подготавливаем больше 100 водителей. Если кто-то желает получить эту специальность, приглашаем в учебное заведение ДОСААФ. Это Якутск, это Вилюйск, Намцы, Заречная группа, практически вся. То есть грамотные специалисты, грамотная подготовка. Ребята поймут, куда они, в какие войска уйдут. От воздушно-десантных войск до, будем говорить, мотострелковых. А кроме ДОСААФ еще какие-нибудь организации занимаются военно-патриотическим воспитанием? Вот буквально в этом выпуске новостей мы говорили о том, что проводится такое воспитание в учебных заведениях. Как в этом плане работа обстоит и как ДОСААФ сотрудничает с теми же школами? Во-первых, практически все учебные учреждения занимаются военно-патриотическим воспитанием. Как я уже сказал, этих 28 клубов, это в основном клубы при школах, при учебных заведениях. Помощь, материальную помощь, именно методическую помощь и учебную, такую оказываем мы. Достаточно сказать, что, допустим, последнее влияние, которое, это юноармейский спецназ. Клубы имени Карбышева, то есть инженерно-специальная подготовка, ведут ветераны боевых действий, ветераны Росгвардии. Как показала практика, это самая мобильная организация. Почему? Потому что ветераны Росгвардии объединяют внутренние войска, СОБР и ОМОН. То есть тех людей, кто прошел зону боевых действий, знает, как работать с молодежью. Будем говорить, в настоящее время на смену ветеранам Великой Отечественной войны пришли ветераны боевых действий, и они действительно оказывают большую помощь. Тут достаточно сказать, что в зале боевой славы ДОСААФа, который в настоящее время функционирует, будем говорить, в полузависшем состоянии, потому что нерешен еще его статус.
только за февраль месяц ежедневно по 100-150 человек. За февраль месяц побывало более 1500 детей. Последнее занятие вчера с ними проводили воины-афганцы. Это Валерий Лютый и Алексеев Борис. Отвечали на вопросы детей. И именно собираем всех, кто может оказать какую-то помощь. От афганцев до сирийцев. Вот этот костяк именно занимается военной патриотикой на нашей базе. А вот в продолжение темы образования. После школы ребята, посещающие военно-патриотические учебные заведения, куда поступают, с чем связывают свою жизнь и помогаете ли вы как-то в поступлении им? Для тех, кто, допустим, выбрал свою стезю уже армейскую, для военных училищ, ДСААФ готов предоставить свои площадки. Это площадка по подготовке, по огневой подготовке и парашютно-десантной подготовке. С марта месяца занимаются клубы. Военное училище у нас республика выполняет год от года план, будем говорить, набора. Ну и в этом году еще подключились учебные заведения Росгвардии. То есть у нас последнее заседание было замкомандира ОМОН, именно Татаринов. Подполковник Татаринов подошел на встречу с ребятами и рассказал, какие учебные заведения готовы их принять. А как активно школьники выбирают, так скажем, свой путь, связанный именно с военной деятельностью? Для этого и существуют военно-патриотические оборонно-массовые клубы. То есть школьники заранее, если брать, допустим, подготовку школ, подготовку именно школьников к службе в рядах вооруженных сил, это первый этап, это сдача ГТО, получение спортивных разрядов, и сдача успешных экзаменов. Тем более военное училище, военные сейчас учебные заведения дают двойную специальность, не военную специальность дают, и гражданскую. Нет, вопрос все-таки заключался немножко в другом. В процентном соотношении можно ли сказать, что вот такое вот определенное количество ребят с уверенностью связывает свою жизнь с армией России? Если республика выполняет план по подготовке именно для службы в рядах вооруженных сил, по направлению в учебные заведения, тут самое главное у нас еще такой есть критерий, как здоровье. Многие из тех, кто готов служить, допустим, идти в учебные заведения Министерства обороны, Министерства внутренних дел, по здоровью не проходят. Как сегодня слово «патриотизм», на ваш взгляд, понимает молодежь? И на ваш взгляд, в чем проявляется патриотизм? Как я уже сказал, что это и поисковые отряды, и экспедиционные отряды, это и военно-патриотические клубы. Патриотизм – это любовь к родине, любовь к своему селу, любовь к городу, любовь к своей отчизне. А у ребят с этим понятием взгляды их сходятся Вы с вашими? знаете, у ребят взгляды поменялись, значительно поменялись, то есть в лучшую сторону. Действительно, можно любить, не любить родину, но защищать, допустим, ты ее обязан. Поэтому слово «патриотизм» – это не, будем говорить, непростая формальность. В прошлом году наша поисковая экспедиция, допустим, в Аймиконском районе нашла самолет «Аэрокобру». И самое-то главное, что были с ними, с Тамтора оттуда, дети, которые вместе со взрослыми людьми выносили, показывали, провели эту работу. А какие новые направления и формы работы с допризывниками молодежью внедрило в практику оборонное общество, учитывая тот факт, что созданное в России юнармейское военно-патриотическое движение показывает себя с хорошей стороны? Если говорить, то у нас по республике, у нас создан юноармейский батальон ДСААФ, который объединяет более 1000 человек. Разработана своя форма. Причем 3 вида формы. Это юноармейский спецназ, казачья сотня, около 300 человек, и просто юноармейские отряды. Закуплено охлащенное оружие, закуплено снаряжение. Единственная организация в республике, которая располагает материальной технической базой, это именно ДСААФ. И все последние мероприятия, которые проводятся, крупные довольно такие мероприятия, от молодежных слетов военно-патриотической направленности до крупных соревнований с использованием нашей материально-технической базы и именно с использованием нашего инструкторского состава. Вы уже упоминали ветеранов боевых действий, но все же хотелось бы на этом вопросе остановиться немного поподробнее. Какую лепту, как можно ее оценить, какую лепту вносят ветераны боевых действий и действующие офицеры, встречаясь с дошкольниками, школьниками и даже со студентами, которые поступили уже в высшее учебное заведение?
Ну, в настоящее время я считаю, что ветераны боевых действий вносят основную лепту. Почему? Потому что все мероприятия, которые проводятся на нашей базе, которые проводим мы, именно проводят ветераны боевых действий. Как я уже сказал, ветераны боевых действий руководят военно-патриотическими клубами, руководят поисковой работой, ну и просто встречаются с молодежью. То есть сегодня, допустим, состоялась даже встреча с детьми в детском садике нашей. Поехали. А здесь для ветеранов, допустим, несколько лет назад мы уже проводим такое, как боевые стрельбы для ветеранов. Боевого гранатометания, к сожалению, нету. А так все, начиная от бронетехники, заканчивая проведением настоящих штурмовых занятий, проводят ветераны боевых действий и сами в них участвуют. То есть делай, как я. Как было, так оно и остается. Давайте с вами немножко заглянем в будущее. Как будет меняться оборонное общество, на ваш взгляд, и какие задачи стоят перед вами сегодня? Ну, основное, если говорить по задачам оборонного общества, как было, основная задача оборонного общества – это подготовка защитников Отечества. Подготовка грамотная, то есть это развитие патриотики, это военные учетные специальности. То есть мы единственные, кто может научить ребят, допустим, стрелять из оружия. Достаточно сказать, что в ДСАФе около 230 единиц спортивного оружия. Больше аналогов нету. Кроме этого, у нас здесь развитие юноармейского движения по всей республике. Допустим, вчера мы передали в Уснеру юноармейское обмундирование. Хоть немножко, но передали. Открыто в 8-е юноармейское движение под нашей эгидой. То есть вот эти вот небольшие, будем говорить, вливания, которые может проводить ДСАФ, он и проводит в современной жизни. Сергей Георгиевич, спасибо вам за интересную беседу и с наступающим вас праздником. А я напомню, что в гостях у нас был председатель Якутского регионального отделения Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту Сергей Черных. И обсудили мы тему патриотического воспитания подрастающего поколения. Это было актуальное интервью. В студии работал Василий Радченко. Оставайтесь на телеканале Якутия-24.